В селе Гурьевка Прилузского района приступили к ремонту Дома культуры. Меняют окна, оборудовали крыльцо и козырек над входом. Деньги получили благодаря программе «Народный бюджет». Проект выиграл больше 600 тысяч рублей. Виктория Денисова о том, как в республике поддерживают инициативы сельчан. Часть новеньких стеклопакетов уже на местах, еще несколько ждут своей очереди. Тут же обновили клумбы, обустроили крыльцо. Появился козырек. Изначально здание строили с плоской крышей. Впоследствии ее перепроектировали на скатную. Во время дождя любой, кто выходил из ДК, попадал, что называется, под водопад. Здания, они уже все, так скажем, долгожители, и ремонт, конечно, требуется постоянно, то есть постоянно нужны вложения. Ну вот поэтому Дому культуры, конечно, хотелось бы внутри еще косметический ремонт немножко обновить, да. Ну и крышу снова заменить, потому что крыша уже за 20 лет тоже пришла уже в негодность. Дом культуры в Гурьевке работает с 1989 года. Последнее обновление было в 2018-м. Тогда привели в порядок потолки и освещение. Закупили световое оборудование для сцены. Сегодня в клубе 11 формирований. В них занимаются почти 200 сельчан. Конечно, очень рады. И хотелось бы, конечно, поблагодарить сегодня всех наших жителей, которые поддержали наш сегодняшний проект. Поблагодарить самих работников, волонтеров за помощь, за поддержку. И подрядчика, который добросовестно отнесся к своей работе. Народный бюджет для Гурьевки, пожалуй, главный источник преобразований. За время действия программы на селе воплотили в жизнь больше 10 проектов. Только в этом году подали 4 заявки. Ремонт дорог и тротуаров, обустройство уличного освещения и постройку детской площадки. Каждый год выигрываем проекты. 1-2 проекта. В прошлом году было реализовано 2 проекта. В этом году уже реализован проект «Ремонт фасада Дома культуры». Со следующей недели начинается реализация проекта «Благоустройство улиц Полевая и Гаражная». Но дальше больше. В 2020-м на деньги народного бюджета благоустроили мемориал «Скорбящая мать». Отреставрировали памятник, положили плитку, установили скамейки и урны, провели освещение. С этим же проектом теперь собираются выходить на всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика». А это еще одна возможность привлечь в село дополнительные средства, а значит и благоустроить больше. Виктория Денисова, Яков Шлегель, телеканал Юрган.